Всем ассаламу алейкум, это программа «Спортивная Ингушетия» на канале Магаз. Сегодня мы приехали в ФОК города Малгобек. Очень долгое время этот спорткомплекс был центром вольной борьбы в нашей республике. Как сегодня относится молодежь города Воинской Славы к этому виду спорта, мы расскажем вам в нашей программе. Мы все знаем, что вольная борьба – это самый любимый вид спорта в городе Воинской Славы. И развитие вольной борьбы в Малгобеке началось где-то 50 лет назад. И ты в числе первых, кто начал заниматься этим видом спорта в этом городе. За это время, Муса, вот что ты можешь сказать про изменения? Ну, не сказал бы, что один из первых, но до меня там были очень хорошие борцы, как мы все знаем. И Гатагажев Магомед, чемпион мира Европы, и еще многие-многие другие спортсмены. Можно сказать, основатели вольной борьбы в Малгобеке – это Султан Батыров, заслуженный тренер России. Это вся его почва, его плоды. Мы все вышли из его зала, практически тогда только один зал был. Сейчас, по воле Всевышнего, есть условия, есть залы, есть новый ФОК в новом поселке, есть вот второй ФОК. Дети работают. Раньше один тренер только работал, можно сказать, во всей республике. А сейчас очень много тренеров, молодых тренеров на Зране, везде. В каждых селах, можно сказать, есть уже вольная борьба, бокс. И у нас, помимо, если жители Малгобека услышат, боксеры услышат, любители бокса, что самый любимый вид спорта – это борьба. Да, борьба, можно сказать, больше проходит по численности спортсмены. Ну, бокс тоже у нас очень развитый, очень хороший. Даже сейчас у нас по юношам стал чемпионом Европы, чемпионом России, пацан, боксер. Поэтому сейчас все занимаются. Как вы видите, залы полные, дети ходят на тренировки. Алхамдулилlah. Вот это очень мотивирует и тренеров, и детей. Муса, тоже такой момент, 15-17 лет назад я сам занимался вольной борьбой в Малгобеке. И у нас был такой момент в зале, там было несколько смен, и была основная группа. Мы все стремились попасть в эту группу. Ну, это была для нас мотивация, потому что все лучшие занимались в этой группе. У вас в зале есть такая конкуренция? Не сказал бы, что именно к одному все тянутся, да, каждый тренер. Ну, раньше было так, раньше работал Батыров, Султан, вот с 5 до 7, и там, можно сказать, вся элита была. Да. Поэтому все туда хотели и старались, ну, передавались дети, вот с 3 до 5 это младшие юноши, и кто уже показывал себя лучше, переходил уже старшие юноши, вот так было. А так сейчас каждый тренер со своими детьми работает, а так в основном у нас, которые вот сейчас на чемпионатах России, Европы, мира участвуют, с ними в основном работает Муса и Магомед. Это в новом ФОКе, они с 11 до часу там работают. А у нас вот эти малыши, юноши, старшие юноши, вот этими практически каждый тренер индивидуально работает со своими детьми. То есть получается, Муса, в каждой группе другой тренер, да, ну, по отдельности? Да. У нас вот сейчас практически можно с 9 до 9 часов вечера, да, полностью забито. Вот это с 3 до 5. После меня сразу же приходит следующий тренер с 5 до 7. Потом с 7 до 9 уже следующий тренер. И в каждой группе по 2 тренера в основном. Ну, Муса, тоже был такой момент, лет 20-30 лет назад в Малгобеке были прям очень хорошие борцы, которые добивались хороших результатов. Потом была такая пауза, и сейчас снова мы видим, что есть Сейчас результаты. У нас очень хорошо борется во всех регионах, у нас выступают практически разных, можно сказать, это странах, выступает несколько хороших у нас борцов ингушей, это вы все видите, их всех показываю. У нас есть призеры мира, Европы. По юношам у нас несколько победителей первенства России, участники первенства Европы, победители первенства Европы.
можно сказать, у нас очень хорошо развивается борьба. Если так пойдет, алхамдулилlah, и будут олимпийские чемпионы в 2028 году. Муса, если говорить про последние результаты, где выступали именно эти ребята? Ну, можно сказать, у нас вчера проходил, вот именно вчера у нас проходил, вчера и позавчера проходил всероссийский турнир по юношам и младшим юношам. Этот турнир, он назывался Kingdom. Он, по-моему, 6-й уже был турнир. И я первый раз участвовал со своими детьми там, я до сих пор не ездил на эти соревнования. Я так слышал, что там ни один ингуш не становился первым. Алхамдулилlah, мы там хороший результат. У меня 3 чемпиона там стали, 2 вторые места заняли, и где-то 5-6 человек третьими стали. Был хороший турнир, хорошие дети были, победители первенства России, там, участники Европы, там были такие пацаны, но мы тоже показали себя, и помимо нас еще представители Назрани, Ачулков показали тоже хорошие результаты. То есть это был командный турнир, да, Муса? Нет, не командные, а всероссийские, там все участвовали, осетины, Кабардино-Балкария, Чеченская республика, Республика Дагестан, очень много было участников, по-моему, в общем было где-то 500 участников. Ну, если так в общем говорить, Муса, ты доволен тем, как выступили ребята? Мне понравилось, как мои дети выступили, так как мы с ними поработали целое лето, никуда не ездили, не отдыхали, поработали, и работа показала свои плоды. То есть готовились 2-3 месяца, Да. получается? Да, мы не на этот турнир готовились, мы в общем подготавливаемся, у нас сейчас пойдут разные турниры, у нас сейчас начинаются всероссийские, у нас еще должно быть первенство Северо-Кавказского округа, потом первенство России, кто попадет. И поэтому мы все это сюда акцентируем и туда готовились. А так турнир попался нам под руку, и мы выступили там. Для обкатки? Да. То есть вот ты сказал, Муса, что скоро начинаются официальные старты, то есть подготовка уже началась? Подготовку мы уже начали, мы, как я сказал, никуда не ездили отдыхать, и полный акцент делаем на Северо-Кавказские игры, на первенство России, вот туда. Были у нас очень много нареканий, некоторые делают ошибки. В основном вот в обоюдном захвате, Ахмад, а ну стань в обоюдный захват. Вот я нескольких пацанов просил, заходи в обоюдку, делай в обоюдном захвате действия. Я говорю, шакай Криса, Юнус тебе я кричал, Мамад тебе я кричал. Вы там несколько раз проиграли в этом захвате. Вся беда в том, что вы ногами неправильно двигались. Чтобы правильно сделать прием, в первую очередь надо правильно поставить свою стойку. Вы двигались в противоположную сторону, и, естественно, спарринг-партнер вас ловил на этом, и вы проигрывали действие. Вот у тебя, Юнус, был там момент, вот ты вот в обоюдку зашел, и я тебе, когда кричал, делай прогиб, ты вот пошел, наоборот, другой ногой. И как только ты пошел другой ногой, он тебя зашагнул и сбил. Раим, зашагни его, вот так. Вот там ты проиграл. Твоя ошибка в том, а надо было, Ахмад, стань обратно. А надо было внутренней ногой пойти просто. На прогиб дачвалцем, но внутрь. Вот. И оттуда вышагнуть и бросить его. Вот этот момент. Вот это надо все полностью изучать и контролировать. Поэтому еще раз. Не наружной ногой, а вовнутрь надо зашагнуть. Вот так. Оттуда уже вырулить и бросить его через себя. Вот эти моменты вы там упустили. И следующее. Там бывает момент, вот ты только зашагиваешь вовнутрь. И он убирает ногу или уходит в сторону. Не-не-не, ты уходишь в сторону. Тогда надо или скручивать, или на бедро переходить. Да, вот оттуда. Ты дышал, мыштя. Вот эти моменты там несколько раз прозевали. Вот Мамад, а ну выходи, вот у нас чемпион Мамад, а ну гарвал. Мчал, спарринг-партнер. Спарринг-партнер мчал. У Мамада был момент. Дачвал обоюдка нас, ох ты, дачвалыр ходикки халацу. Захват. На середину стали. Договорились, Мамад, как ты провалился? А ну попробуй сейчас. Бедро и это провалиться дыря. Хаел хаз бедро, не саел. Ну что, хаел? Опять хаз саел. Эш чигичили отсюда. А надо было халацу
Ahmad hajulsing Muhammad. So musst du hajul. Arba qishat kok ada arba qitsуара, да арба qishat. Шинку гаек, да тебе qit, вукнца подвернуться дедес. Вот. А афуду, а наоборот, уметышки. Афуду, асхайк хаим yani, işte da arba qir, суха цигишляться. Видишь? Да арба qishat. Вот этот момент и здесь ты уже прокрутиться уже. Поэтому там была твоя ошибка. Видишь, Асфия? А ну попробуй сейчас правильно сделать. Шинку геки даш бяқаби, а окон подвернуться дей. Хачкас, хачкас вес. Дакал вес, халацу еще раз, мама. Хайтаз, дакал дакцин. Хакосту косу, дакал, и бросок. Вот так, молодец. И ты все, давай сейчас стали. После обоюдного захвата. Все исходящее после одного обоюдного захвата отработать, давай. Ахмад, ассаламу алейкум. Алейкум. Ахмад, все мы знаем, что в Малгобеке самые популярные виды спорта – это борьба, вольная борьба и бокс. Ты как выбрал этот вид спорта и как ты вообще пришел в борьбу? Да, меня дядя привел в 7 лет вот, в борьбу. С этого момента остался. Ты сам был заинтересован в этом? Вначале неинтересно было, но со временем интерес пришел. Вот что самое сложное было в начале, когда ты пришел в вольную борьбу? Самое сложное – это когда ты хочешь гулять, с друзьями веселиться, и нет, у тебя тренировка, надо на тренировку идти. Ты основное время проводил в зале, да, получается? Да. Вот тяжело было втягиваться в начале, вот нагрузки, тренировочные нагрузки. Что самое сложное было во время процесса, тренировочного процесса? Тренировка трудно давалась. Самое сложное было, когда отрабатывал, не понимал, самое сложное это было. Вот со временем ты уже научился, да, каким-то приемам, и когда ты только-только почувствовал, что ты уже знаешь какие-то моменты, ты был с собой доволен? Да, был доволен. И сколько лет, получается, ты уже занимаешься? 11. 11 лет? Да. И за это время, вот, расскажи, где ты выступал? Какие у тебя самые серьезные были старты за это время? За это время в Беларуси был на международном турнире. Медвежонок, да? Да. На чемпионате России был предолимпийский. То есть чемпионат России по мужикам или по юниорам? По мужикам. Первый раз выступал? Предолимпийский, да. А вот почувствовал разницу? Вот ты перешел по мужикам, раньше ты боролся по юниорам. В чем разница, как ты думаешь? Атмосфера, везде разница. Борьба другая вообще. Атмосфера, есть мужикам настрой сложнее? другой. Да, А вот в физическом плане чувствуешь, что с ними сложнее бороться? да. В физическом плане тоже сложно. А в плане техники В плане техники. не уступаешь? Разницы нет. А вот что тебе не хватило, чтобы попасть в призеры на чемпионате России? Опыт. По мужикам опыт не хватило. Но все равно ты там получил бесценный опыт, наверное. Да. А вот ближайшие твои старты, ты должен где-нибудь выступить? Да, на тупиковом России должен бороться. Официальный старт начинается. СКФО Россия, тупиковая Россия. А давно начал подготовку? Да, давно. В этом зале готовишься? В этом и во втором микрорайоне. Плечо из-под плеча, Бог без воли, вот здесь проход ноги. Сразу обязательно перехватывайте вторую ногу. Не получается у вас перехватить, не получается перехватить вторую ногу. Отключить дали за пятку. Выставить дейтинг, так уже докладывается. Так контролировать дешкули, просто вытащите его наверх. И здесь биваем. Понятно? Все варианты. Никогда нельзя останавливаться, там внизу останавливаться нельзя. Ваш дукачар, футбол, дачили али, вот ах думать, где дуло, мало приема героя. Там уже можно проиграть схватку. Так как Яркуги не зумби, Кырги не зерма бать.
Духа не звал. Хайда чудо же, а уже подготовлен. Цихули прием. Цигер ахен, цигер думать терпение дать. Но опять же, ты дашь вам чеху разные ситуации. Он сразу вырвать буквы, может он выровняться просто. И саурату, так уже вырвать вилку не чувствую. Да, и все, сразу надо соображать вторую ногу. Все остальное цигер уже действие есть. Видишь, шофер? Поэтому никогда не останавливайтесь на полпути. Тачиван цигер амаха. Цигер сразу соображать, иди, жуа, уза, все. Раз прошел, все. Вытащить не, хажава. К примеру, судья уже усавали, вторую ногу. Судья уже усавали, раз выставить дейтесь. Так надплачу. Безвыходных ситуаций не бывает. Почти есть борцовский прикол. В любой непонятной ситуации проходи в ноги. Целый день. Саша, шикок, хаби буали. Сашинку говорит, мама, шлахтас. Попробовать надо сбить. Понятно? Поэтому хазерик акценты на проход отсюда handball будет. Все варианты прохода в ноги. А хитрыше, примерно вот низкий стойка, лахт жвали килгиш хадейта. Хадейта килгиш. Во. Фишно мешает, килгиш до борьбе. Хитрыше, узы подбил, прошел ноги. Сагеттер локти что ты, лахт жвали из уза. Низ, потом прошел ноги. Понятно вам? Значит, он Бог без вали, как хадейта. Перевод, прошел ноги. Все варианты. Но никогда просто так, видишь, лахты жви, тупо человек умеет глаз. И нельзя рассчитывать то, что вот стоит нога, около зачем халат бухается. Задача уже отсюда замоки, я уже здесь провалюсь. Поэтому надо расчетом, что до конца, да мягко центехку гуксаянди. Вот таким расчетом проходить надо. Вот так. О. Центех на угол, как хочешь. Что дать себе хочу с халатцерма, он халзи дать. Понятно вам? Все виды прохода в ноги. Сейчас отработаем. Первая задача, как я вам сказал, прошел поймать вторую ногу. Не получилось поймать. Потом уже все исходящее. Выставить дейта, вырвать дейта. И жарик варианты, так кюлюш. Иди сейчас, заявчу. Давай сейчас разбились по парам. Hussein, assalamu alaikum. Александр. Hussein, Hans Хайтай Чхан, Латай уже сенуан жуцейк, мучал Латау, мучто трогать, футурнир Хас. Второй микрорайон Латаусу класс. Это кикдомя, ежегодный турнир всероссийский. Квартуанер, садик турнир. Да, Hussein, Москва как красик. Вот. Ши я крас. Хаюцулейк, муж квартуар, сладкий, халбария, сладкий энч. Бар, холодный момент шкурцы, но и до того сорцы. Кого-то Досрочно квартура по балам. Отца досрочно квартура все. Отца есть по балам квартура все. 7-0 квартура, отца 17-4 Досрочно квартура, финальный схватки Хаин или первый схват? Финальный схватки. А халхлита энч бориш, или первый златого царцами? Первый схватка 7-0 квартура, халха вот аур соцен. Халха 2-0 ханер соцен счет. Но Ханс Счет еще у вас, верно? еще. Да, Ханс Хайлотыч хана мало приемыш игр духа чакива. Вот и чана, ну рок под руки, а фаскайцун прием. Декахусус. Жура масхан. Дачу схаи хажерсу. Шимус схватка, я ажири.
ديك تقول لي Чекал. ادو قيا قياس بريوم مش هاي Ну, та кобот бизерсон дик омиен. Так дальше синуаш тухаш. Хайже дик оми ворсонс. تقول لي يوري بريوم تا حقيا سرنا وانش تقيني هذا المال Ини. Хау хахан синуаш дик чекенерс. Почти можно неркаскс. تا مس باو بريوم تقال ديك هاي Нурок хаюа тахатешко дуаба хабаха тахтигори накат. Свош приемыш хайжоже. يلوه Накат прием дик хаюсон тигерас осталось. نكتا شباوت О. تاخت اجر كز اجر خدك كده اوتا شوت بيبا باقش زغيشي Еще десь. نروكي صوتي هاوز переворот يا Ишка дука еще перевод. Здесь ноль хахолцы. Ага, последний вот стульни рицик, вода срочно куда-то сватка, мы что делаем? Иш нуроки я да, продолжить игра борьба ири. Цац хайрас та зазону арван таксидин ававиш хорс. Ишка имя граскс. Это бялц, да, куда его бялый? Азиат Хусейн, ошир قصرنا وين شخنيه. Хани до этого второй микрорайон хани синуан. Тига дисватки ахкрас. Ши досрочный ахкрас. 11-2 ахкар, вожи 3-0 ахкар финал. Тиги хак при корону прием я гай. Я хай тига почти можно не раз сей корон прием. Хусейн хажу قصرنا وين دامي يعني ها. Да, ху тренер схай нишок муча ваттез следующий шермон. Хацхан синуан. Шиди ау мамуш хани пока хан дарту но синуан что уса хау мегу. Ханс готовится мы что аж на зале. Ханс дука кайко. Ханс ху более усиленно ханс тренировку дают. Ханс ху. Хусейн, хай цаю тренировок дина или шо ю? Сей цаюас. Школе ухаш. Цама успевахте юутсунс. Та до конца выкладываю стараться на тренировку. Ду до конца укладываться ду. Сей каду цам хаду асбер. Ханс хай зале обычно бол бишхана сина дука болбуа. Цаприем уже ехам гоин дик тахта даху сина болбуа. Дука атака же хайша. Дук прием школу. Масаху хао цамху. И дука прием хача паутсу мой гмохте. Так разные приемы школу дика шаху до. Хай стиль агрессивная борьба. Я хай первым номером мотош. Не, первым вот сейчас дука атака же хайша. Ханс Хусейн хочется соперник висел с первым номером мотош. Хал голицин бороться дей. Шеки агрессивная борьба его школу. Хаху защищаться диди школу так сразу атаки школу защитить. Так стига сахкяду. Ну давай пиш. Ага, функционал дикита. Функционал. Я двое всех. Кысахан кядутсы, но все равно хочет колхуксу. Сол дух котыч, дух двигаться дичь. Но пока с функционал развивается на ваш шоу. А вот ханс дикаху гатсыз. Хусейн, ханзы вид спорта, вольная борьба, хозим хейтунер вид спорта. Так, хай главное аутжа, цель малая вид спорта. Главная цель пока Олимпиада ахтасы. Да, андер яхтага. Так, шо хочешь ходить здесь Олимпиад вахт делаешь? Дук кахег диз вахчау дука кахег дук бог биш. Хайцау чен аджуманиш потенжиш. Иш тамад диск. С Олимпиад хаяхка шоты ха дал яндали. Следующий цель малаху гята. Кца Олимпиада Шадза. ахтасы. Дал это боху пальцы. Да, расхол. За захват молотодиви, проход ноги молотодиви, захват ноги. Сейчас после захвата, все исходящее после захвата ноги. Уже атакуемого рви, субове боя. Китериша. Первая задача – это попробовать забрать свою ногу. Первая задача – бат тот, хайкок оттянуть дешь, гулинг оттянуть дешь. Хайкок хабак хажуеса, в первую очередь. Китериша. Потом маркер контридирует сейчас, а тот хабар сразу контридирует. Если человек правильно подготовил свой прием и он сделал правильный проход, он сделает и действие. Еще. Поэтому действие сбить не, а первый же действие малое, забрать свою ногу, попробовать забрать свою ногу. Эгерхал, эстунтехна хатули сейчас, бат-датотыш, полностью бат-датотыш, хакок хабак, шикли гулинг датата, бат-датата корпусом, понятно вам? Потом, если не получилось забрать ногу, он не дает тебе забрать ногу. После марки контрить дотош.
Первая задача – я курс бицин, ери противовес. Или хайнбизи, хачбах беза, что она? Хайнбизи, ди узар, да, алау есть, надо обязательно с плеча слезть. Слезть надо с плеча. Видишь еще? Хавау есть, балмутер. Потом достать дальнее бедро и уже. Обхватил Гёнсен. Видишь еще? Уже обхватил Гёнсен. Балмут колдани, колд отти. Не получится у тебя, потому что он уже дик плотно заткнул, а хочу вахиться теперь. Он свой прием проведет. Он молод, командир. Хитри еще азяхчу. Первое, что она видишь, воли? Что она хашбах видишь, курс? Потом отсюда контрить. Арах был, воли, ауауч, арах, дальнее бедро. Узор, носок ляться, костюешь. Поймели же, здесь свяжи. Или то же самое, как ляться варис. Утро алям его, очка идет, он как халяться, вырвать бежит. Все исходящее после захвата ноги Бог будет. Понятно вам? Мало еще, хитоваться. Алазил, да, еще. Кто что не понял? Все умные. Ну давай, разбились по парам. Отработаем после захвата ноги. Уже время заканчивается. Делаем канаты, все делают.